Ассаламу алейкум. Вітаю вас, 22-2024. друзья. Сегодня, 22 марта 2024 года, произошел очередной террористический акт на России. Неизвестные люди, террористы, ворвались в торговый центр Крокус Сити Холл, расположенный на МКАДе, на границе Москвы и Московской области, и стали беспорядочно расстреливать людей, всех подряд. Затем они подожгли этот торговый центр. Сообщается о сотнях убитых и раненых. По всей видимости, жертвы будут уточняться и будут возрастать. Дело в том, что еще 8 марта, 2 недели тому назад, американское и другие европейские посольства в Москве сообщили о том, что готовится такой террористический акт, что у них есть информация, и предупредили своих граждан не посещать большое скопление людей, концерты и другие крупные мероприятия. На второй день было сообщено террористическим учреждением ФСБ, что убиты 2 граждан Казахстана, которые причастны к террористической организации ИГИЛ. И вот сегодня произошел этот террористический акт. Этот террористический акт не произошел до так называемых выборов Путина, что было бы логично для террористов совершить этот террористический акт и испортить этот праздник, к которому так долго готовился Путин, который хотел миру показать, что вот за него голосуют люди активны и так далее. Ходорковский, Навальнята, всякие другие призывали тоже принять в этом участие, чтобы придать большей значимости вот этому действу под названием «Выборы Путина». И вот только сегодня это произошло. Сразу же забрасывается версия российской стороной, что это Украина. Возможно, собираются нанести какие-то очень жесткие удары по Украине. Но, скорее всего, будет еще самая главная цель этого террористического акта, за которым, без сомнения, на мой взгляд, стоит террористическое учреждение ФСБ, будет всеобщая массовая мобилизация на войну против Украины. То же самое произошло в 1999 году, когда нужно было запугать людей, их мобилизовать на войну против чеченцев. Когда Путин с Патрушевым и террористическое учреждение ФСБ взорвали своих граждан, спящих в своих домах. В Буйнакске, 2 дома в Москве, 1 в Волгодонске. И при попытке подрыва 5-го дома в Рязани были задержаны люди Патрушева и ФСБ. Мы все знаем эту историю. И сейчас, без сомнения, готовится что-то очень такое серьезное. И за этим, конечно же, мы все будем увидеть вот эти дни. Будет эскалация. И мы будем видеть, что будет, кому это выгодно и какую пользу извлечет из этого лично Путин и учреждение ФСБ. Скорее всего, первыми, кто будет попадать под раздачу, так сказать, это будут мусульмане. Это будут мигранты, которых очень много в Москве, в Петербурге, в России. Сообщается, что террористы скрылись. Вероятно, это говорится для того, чтобы начать облавы на всех подряд. Сообщалось, что это азиатской внешности, там и кавказской внешности люди. Но вот давайте исходить из того, что будут облавы на кавказцев и на мигрантов для мобилизации на войну против Украины. Так что Россия, ты избрала еще в 1999 году, вернее, ты трусливо спрятала свою голову в песок, когда были задержаны террористы ФСБ. Вместо того, чтобы пойти штурмом на Лубянку и на Кремль, вы пошли туда, где можно своровать унитаз и наживиться на горе людей. Туда, куда вам показали. Не там, где, как в том анекдоте, где потеряли, а там, где светло и безопасно. И где можно ограбить людей. Вы пошли топить чеченцев в крови. Через 25 лет все возвращается. Все снова повторяется, но это уже будет еще большая кровь с вашей стороны.
Ну, конечно же, и вы тоже людей поубиваете. Но рано или поздно это все закончится. И террористы из ФСБ будут наказаны и понесут заслуженное наказание. Я предупреждаю всех мусульман, проживающих в России, беречься и постараться не попасть под эту волну мобилизации. Хотя сейчас уже что-либо решать очень поздно. Всего самого хорошего. Дал эту боль, дал ауштоль нохчигам, дал лучшим налар дуэль кошедеше. Адикюэль машваль. Всего хорошего.